Открывая встречу, Юнус Беккефоров рассказал вкратце, каким был 2011 год для республики, успехи, позитивные события, произошедшие за последние 12 месяцев. По словам главы, многое из этого выступления войдет в ежегодное послание, с которым Юнус Беккефоров планирует обратиться к Народному собранию после новогодних праздников. Руководитель региона отметил, что в 2011 году индекс промышленного производства повысился не более чем на 25%. Активно наращиваются темпы переселения жителей аварийных многоквартирных домов в новое и комфортное жилье. Только по программе Фонда реформирования ЖКХ планируется построить 20 домов и до конца 2013 года абсолютно снять проблему жителей оползневой зоны. Юнус Беккефоров рассказал о том, как ведется работа по поиску без вести пропавших в 1992 году. Из тех, которых мы проверили ДНК, 20 трупов, которые были в Азовскашмыш похоронены. В прошлом году мы 6 нашли, и вот сейчас ДНК проверили, еще 2 уже нашли, поэтому для родственников, конечно, это все-таки через такое-то большое время узнать, что их не родные, там одна женщина или мужчина. Мы вам сейчас после этого совещания вам скажут, и надо будет как-то продумать после Нового года, людям показать уже, где захоронены их родственники, чтобы они уже знали могилы своих родственников. Тоже очень важно. После Нового года мы начинаем дальше работать и по дальнейшему поиску наших без вести пропавших в пригородном районе. И здесь я подчеркиваю, что здесь очень плотно и конструктивно с вами работает руководство Северной Осетии. Мы все заинтересованы, чтобы найти и придать по законам, по обычаям земле наших родных близких. Ну и, конечно, в свою очередь мы оказываем помощь и в поиске без вести пропавших лиц астинской национальности, чтобы вернуть их тоже. Мы в прошлом году 2 дам, кажется, нашли. Из 6, 2 или 1 был астин. 1 был астин, да. Помимо всего этого, мы в 2013 году, в 2012 и в 2013 году полностью закрываем тему, связанную с оползневой зоной. Здесь, конечно, нужна будет в том числе помощь ваша, общественных организаций. Почему? Потому что у меня мысль такая, не по очереди теперь выделять там жилье, а просто разделить оползневую зону пополам. Одну половину заселить, переселить в 2012 году, вторую половину переселить в 2013 году. Почему? Потому что много там вопросов связанных с дорогой, с инфраструктурой, много вопросов, связанных в том числе и экономическим обоснованием. Если мы одну сторону переселим, ну и коррупции тоже, то у нас есть реальная тема, вот эту сторону, которую переселили, бульдозером вычистить все, завести туда чернозем, землю и отдать это в частные руки, чтобы там уже могли бы сады выращивать. А так у нас, как бы мы ни контролировали, не смотрели, все равно столько появляется там новых людей. Здесь тоже борьба сейчас будет идти. Почему? Потому что тех, кто заселился незаконно, я их буду оттуда безжалостно выселять. Независимо, там, какие там права там не говорили мне, да, человека. Почему? Потому что люди это делали незаконно совершенно. Надеюсь, что, как всегда, они там что-то получат. Конечно, этого не должно быть. Иначе мы с этой зоной никогда не справимся. Также глава перечислил объекты, которые планируется открыть к юбилейной дате, события, которыми запомнится уходящий год. По словам Юнуса Беккефорова, к последним смело можно отнести посадку в аэропорту Боинга, возобновление авиарейса Ингушетия-Москва, выборы, которые прошли в начале декабря. Долгосрочный проект, начатый с нефтяной компанией «Роснефть». В 2012 году мы полностью завершим реконструкцию нашего аэропорта. И он сам по себе, он и так был самым красивым, еще красивее станет, он будет одним из самых таких красивых аэропортов Северо-Кавказского федерального округа. Ну, чтобы увековечивать память нашего легендарного генерала Асканова, героя России, уже самолет для нас готовится, МиГ-29, под номером, под которым летал наш легендарный Асканов. Он будет установлен на постаменте при подъезде к аэропорту, этот МиГ-29 самолет, что придаст, конечно, такой хороший колорит. Тот самолет, который там стоял, мы его убрали уже на территорию аэропорта. Ну и много там таких вещей, которые мы там планируем делать. Будет красиво. Такого демократического подхода, как на этих выборах, никогда не было. Начиная от праймериза, заканчивая желанием и участием всех, кто участвовал в этих выборах. Ну и такого массового
Если, конечно, жители не были, как оно у нас бывало, тоже в республике, не только у нас, и в других субъектах, когда выбирались, и кто-то там чего-то, кому-то что-то обещал и что-то раздавали, да? Но такого, как в этом году, массового, именно сознательного выхода людей, особенно молодежи, тоже не было. Огромное количество людей, я буквально сам объехал почти все участки, ну, не скажу, что там была показуха. Ну и, конечно, что уже все согласились, и правые, и левые, и центровые, и не центровые, с хорошей организацией работы на местах. Чистота, порядок и возможность участвовать, быть избранным или избираться. В том числе мы в этом году впервые даже для незрячих подготовили места. То есть это говорит о высокой организованности вот этой работы. Это, конечно, надо понимать. И особо спасибо хочу в том числе и вам всем сказать, общественным организациям, которые участвовали и принимали огромное участие в этом процессе. До сих пор ни одной такой жалобы или обращения в суд не было по этим выборам, в том числе и от вас. Это тоже говорит о многом. Это хороший плюс для республики. Конечно, здесь вопрос в другом сейчас стоит. Как вновь избранные парламент республики и главы муниципальных образований, сельских поселений, депутаты будут работать. У меня огромное количество нареканий к ним. Огромное количество. Начиная, я даже сегодня уже еду в одном месте, во втором месте, в третьем месте. Просто человек выходит, вот ему захотелось, он строит. Он строит. Здесь, конечно, и дороги грязные, и еще что-то. Много вещей есть, где я недоволен. Но я вам даю слово, что одному с этим справиться очень сложно. С командой справиться сложно. Это общественный труд. Это общество должно работать и делать все, чтобы приучать друг друга и максимально сделать так, чтобы был порядок на территории. Особенно живым получился диалог, когда главе начали задавать вопросы из зала. По их содержанию становилось ясно, что на совещание были приглашены люди, которые беспокоятся за благополучие республики и переживают за все, что здесь происходит. По ряду обозначенных в ходе беседы проблем глава дал поручение помощникам сразу выехать на места и доложить ему до конца дня, как на самом деле обстоят дела и в какие сроки можно все исправить. В частности, речь идет о некачественной укладке тротуарной плитки по улице Московская, Назрани, плохому дорожному покрытию улицы Исмурзиева в Насыркорте. Также общественниками были обозначены затянувшаяся реконструкция аллеи в заводском районе Назрани, перенос автостанции, расширение федеральной трассы, создание Ингушского центра кинематографии и многое другое. На все вопросы глава дал развернутые и исчерпывающие ответы. Говоря о случаях похищения людей, Юнусбек Евкуров отметил, что некоторые инциденты подстроены. Я вижу в этих 8 похищенных, которые были, 2 случая, где явно просто залегендированы под силовиков. 2 случая. Почему? Потому что есть информация уже с той стороны, со стороны боевиков, что они дошли. Один уже за границей, а второй находится в соседнем субъекте, в лагере. Эта информация есть. Она не требует даже перепроверки, она есть. И родственники это тоже знают. Но они все равно делают вид, потому что через вас, что это не так. Но 6 случаев, и вот сейчас, вот этот случай вчерашний, он у нас совершенно не вызывает сомнения, что здесь или криминал, что есть тоже факт, но ряд случаев, где чисто участие силовиков. Я это не боялся, всегда об этом говорил. Вы это знаете. Сейчас мы над этим работаем. И та форма действия, которую мы сегодня выстраиваем, в том числе сегодня у меня 19 часов, я всех силовиков по этому вопросу заслушиваю. Конечно, я надеюсь, что мы все-таки найдем тех, кто пропал, в первую очередь, ну и уже не будем допускать дальнейших вот этих действий. Мы должны с душой, каждый должен, имея чиновник он, специалист он, почтальон он должен относиться к работе с душой и сердцем. Все ингуши жалуются. У нас виноваты все, но не мы. Каждый должен заглянуть в свою семью. Первый плюс Руслан Султанович, он первый. Хотите вы так, не хотите, нравится, он первый. Он вторым никогда не станет. Так же, как Юрий Гагарин стал первым, он вторым не станет. Факт же, я всегда относился и отношусь с гордостью. Для меня лично. Ничего не скрываю здесь совершенно.
Но это факт. Это есть. Второе. Хотите вы этого, не хотите. С именем Руслана и с именем Гутериева будут связывать и аэропорт, и вот это здание, где мы сейчас сидим, и многие, и МАГАЗ. Нравится вам или не нравится, можете и так раскладывать. Так нет. И когда я могу критиковать, да, за что-то, но когда я не хочу признавать вещи, которые осязаемые за то, что их надо признавать, это неправильно. Это идет не от души тогда. Это идет харрахам, а не я. Я должен быть такой нормальный, хороший человек. Я сагмучу, но харрахам это не должно быть. Поэтому здесь много вот таких моментов. И, Умалат, то, что ты говоришь, конечно, будет негативных вещей очень много. К сожалению, будет. Но процесс закладки в сознание людей, что можно жить по-другому, он идет. И люди очень многие эти вещи понимают. Бесспорным достижением глава республики назвал диалог, который налажен в ингушском обществе. Мы свободно общаемся, советуемся друг с другом и можем рассчитывать на понимание и поддержку, отметил Юнусбек Евкуров. В преддверии нового 2012 года приятным подарком для 21 человека стало вручение почетных грамот главы республики за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную общественную деятельность. Завершая встречу, Юнусбек Евкуров поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, счастья и согласия. Пресс-служба главы Республики Ингушетия специально для программы «Вести».